В эфире программа «Хастагалу Амта». Сегодня у нас старые друзья, участники этой передачи. Прошу вас в студию, пожалуйста. Я это в секрете держал, никому не рассказывал. Еще раз приветствую вас. Инал Хашик, Ибрагим Чкадуа. Ну, присаживайтесь, как вам будет удобно. Ждем приказания. Я в кресле как старший. Вы как младшие, так, как бедные родственники не садитесь, садитесь так поудобнее. Значит, с самого начала хочу наших телезрителей предупредить, что в эту вот предвыборную кампанию мы вмешиваться не будем. Обсуждать кандидатуры тоже, наверное, не будем. Поэтому поговорим о том, что нас ждет в самом ближайшем будущем. Вот часто слышим такие общие определения, как борьба с коррупцией, так вот в речах кандидатов, с преступностью, установлением правопорядка, там социальная справедливость, такие определения тоже присутствуют. Но мне всегда интересно было услышать ответ по какому-то конкретному вот пункту, по конкретному. Когда человек отвечает на какой-то конкретный пункт, тогда больше как-то для меня, например, больше ясности, и мне становится понятен более тот человек, который идет в президенты, который помог бы, например, определить мне даже вот такую вот степень компетентности его, искренности намерений и надежности их исполнения в будущем. Вот я бы хотел начать с общего вопроса. Президент Сергей Васильевич Багапш говорил: «Я пришел не править, а управлять». Учитывая все события совсем недавнего прошлого, как вы считаете, что нас ждет в будущем? Какое правление или управление государством? Точнее могу даже сказать, сила власти или власть силы. Инал. Ну, я сейчас не буду упражняться, искать разницу между словами однокоренными «управлять» и «править». Тем не менее, да, я больше как бы на другой стороне остановлюсь. Мне кажется, есть у нас всего три варианта развития событий после президентских выборов. Да? Если, в общем-то, мало что будет меняться у нас, то так или иначе степень как бы деградации нашей вот деградации государственности, она будет как бы все больше и больше ухудшаться, то есть развиваться. Мне кажется, так или иначе мы уже почти на грани ахлократии. Это власть толпы такая, вот когда власть толпы, в общем-то, власть масс. Давай масс, корректнее. Да. Ну, я как бы точный перевод даю. И вот эта ахлократия, она так или иначе может перерасти в анархию, и следующая стадия, это, в общем-то, самый неутешительный для нас, это, конечно же, развал государства, в общем-то. Это вот я начал с самого худшего. Второй вариант, это, в общем-то, диктатура. Так или иначе, когда вот, это уже исторически, когда проверенная история, когда вот после этой вольницы, ахлократии и так далее, анархии и так далее, так или иначе все приходит в одну руку, одна власть, диктатура и так далее. И, твердая рука. Да, твердая рука, и наступает стадия наведения порядка такого жесткого. Тем более в нашем случае сейчас, когда все ссылаются на то, что прошлая власть, она как бы проявила некую слабость, и поэтому сейчас как-то некое обязательство такое на будущего президентства ложится, быть более сильным, да, проявить свою силу. Да, но, не может ли быть это некоторым таким подстрекательством? Но вы знаете, все-таки как бы в таком маленьком обществе диктатура, она может иметь, в общем-то, и как бы свою обратную сторону, и тоже, в принципе, может, опять же, привести вот к тому же первому варианту, да, самому пессимистичному, опять же, к развалу государственности абхазской тоже может привести. Есть третий вариант. Третий вариант – это все-таки провести реальный
преобразования во всех сферах, начиная от системы управления, реформы экономические, в социальной сфере, конечно же, в правоохранительной сфере, где у нас есть огромные проблемы с разгулом криминала, коррупции и так далее. И если мы вот за эти реформы реально не возьмемся, пока мы только обычно в периоды выборов останавливаемся на вот таких на риторических тезисах о необходимости этих реформ, а в общем-то дальше у нас никогда не сдвигается с места. И если мы этого не сделаем, то нас ждут вот какой-либо из первых двух сценариев. Слушай, так все ты хорошо объясняешь, но я, честно говоря, когда ты подошел к третьему, уже забыл, что было в первом. А холократия, понятно. Так, попробовал пошутить просто, чтобы у тебя тоже настроение было, и предупредить о том, что хронометраж у нас небольшой. Да. Всего 35 Я не стал минут вдаваться, описывать все эти... Да. Инал, вот это так, 3 варианта твоих, да? Я бы потом хотел поговорить о другом уже, о том, какие меры будут принимать кандидаты конкретно по каким-то вот направлениям. Ну, как ты считаешь вообще, какое управление нас ждет в будущем? Ну, я боюсь, что у меня пессимизм тоже присутствует. Не меньше. Да, не меньше, он может быть чуть другого склада, и может он даже более худший. Я боюсь, что такое положение будет продолжаться еще, может, еще достаточно долго продолжаться. Какое такое положение? Ну, вот как сейчас, вот так, когда достаточно все рыхло и такое состояние полураспада. Потому что есть система мер, которые просто необходимо сразу делать. И там вот сейчас говорят о конституционной реформе, там, в реформе в выборном законодательстве. И есть более глобальный, который требует не такого, может, оперативного, но его нужно хорошо продумать, иметь деньги, людей, возможности, и план, и его притворить. А пока нет ни первого, ни второго, ничего такого нет. Поэтому я боюсь, что и судя по раскладу, который сейчас складывается, это все-таки этот водораздел того раскола 2004 года, он так или иначе переносится и на эти выборы тоже. И хотя новые персонажи появились, но все равно вот эти отголоски этого сложного, можно сказать, проклятого 2004 года, он все-таки шлейфом до сих пор тянется. А вообще, конечно, тут столько проблем, что даже не знаю, с чего начать. Я, например, когда вот сейчас какие-то дискуссии идут, я как-то говорил об этом и готов еще раз сказать. Опять же, у нас очень много вообще все говорят и везде говорят. И проблема в том, что с этим у нас все в порядке, с говорильней, а вот с реализацией всегда проблемы. Ну, я, например, считаю, что 5-летний срок президентский достаточно длинный для такой маленькой страны. И даже если ты собрался реформы делать, это все можно сделать в 4 года. И если они у тебя получились, то можешь получить мандат еще на 4 года. Это, во-первых, какой-то накал и вот этот ажиотаж за этот суперприз президентское место тоже чуть снизило бы, я думаю. Поэтому вот есть некоторые вещи, которые можно было вот сейчас в пылу вот этих перемен, которые произошли в течение месяца. Конечно, многие хотят реформ, но я боюсь, что опять все это заболтается и опять ничего не будет, и как-то пройдут выборы, и как-то опять будет власть существовать, и как-то отдельно сосуществовать народ, собственно говоря. Ну, я бы, знаешь, что хотел, чтобы какая-то польза тоже была от наших высказываний. Понятно, мы сейчас, так сказать, действием никаким не подтвердим свои слова. У нас, нам это не в нашей власти это. Вот. Но все-таки, знаете, чтобы какая-то польза была, я бы хотел задать тебе еще раз, Инал, один вопрос. Вот такой вот. Какой ты бы вопрос задал, например, который бы проявил для тебя вот степень компетентности того или иного кандидата? Ну, может, даже не компетентности, а, наверное, искренности. Мне кажется, у нас очень часто привыкли люди задавать вопросы, что там будут, допустим, условно говоря, с пенсией. Да. Ну, вам будет там 10-15 тысяч. Да, здравоохранение, у вас будут отличные больницы, образование шикарное и так далее. Но, с другой стороны, без этого тоже не обойтись. Не. Как-то должны быть конкретные какие-то обязательства, в конце концов, у руководителей. Но, к сожалению, мы находимся сейчас в такой стадии, в общем-то,
наш кризис настолько глубокий, что Так. мечтать о хороших школах, о хорошем здравоохранении, о больших пенсиях в ближайшей перспективе по большому счету не придется. Насчет пенсии ты меня огорчил. Да. Ты вот считаешь, что нужно пойти в таком случае на И какие-то... мне кажется, в общем-то, Непопулярные кандидат в президенты, мне кажется, наверное, для меня как бы эта искренность будет как бы видна его, если он просто скажет о тех непопулярных мерах, которые он будет делать. Потому что, в общем-то, если он говорит о реформах, то реформы, в общем-то, это резание по-живому. Это не раздача мармеладок там и шоколадок. Это, в общем-то, кризисный менеджер, который должен, в общем-то, выжать максимум из того, что есть у тебя. Вот создать ситуацию, когда уже, ну, вот такой как бы кризисный менеджер, когда ты должен убрать кого-то, что-то почистить и так далее. Поменять, да. Радикально поменять, да. И в этом плане... В этом плане, конечно же, должны быть как бы крайне непопулярные меры. Допустим. Ну вот, например? Например, у нас огромный административный аппарат. Огромнейший. То есть на одного человека, который работает в реальном секторе экономики, у нас приходится там 7 чиновников. То есть один вот пашет, создает продукт, платит там НДС, еще Понятно. там... Еще да. что? Ну, ты начнешь сокращать этот аппарат, Ну, конечно, тоже появится куча... Не ради сокращения, правда же? Так нужно как-то реформировать, хотя бы, чтобы в этом была эффективность. Да, и с одной стороны эффективность, с другой стороны это непосильная ноша для экономики содержать такой огромный бюрократический аппарат. В Швейцарии там кабинет министров из 7 министров состоит. У нас непонятно с какого количества Вот эти вообще. вот аналогии меня не убеждают никогда. Знаешь, Швейцария, сейчас сравнили со Швейцарией, с ее вообще системой, системностью. Это понятно. Хорошее сравнение для того, когда мы в кафе обсуждаем. Здесь что-нибудь серьезное должно быть. Серьезно? Тем не менее, надо сокращать этот бюрократический аппарат. Это Но кроме хорошо, того, да. конечно же, нужна жесткая борьба с преступностью. В экономике, вот этот протекционизм и так далее, он должен быть, конечно же, тоже отсеченный, когда пойдут там тендеры, чтобы там не прибегали пойдут ли они люди, тендеры? которые у тебя в штабе сидели и говорили: слушай, ну, мне-то нужно сейчас этот подряд дать, да, он говорит: извини, если выиграешь в конкурсе, пожалуйста, дам. Естественно, конечно, обиды пойдут. Это вот тоже это непопулярные меры. Посадить своего родственника и так далее, не отмазать его от тюрьмы. То есть в абхазском обществе, где ты скован все этими родственно-дружескими отношениями, идти делать реформы, вот даже хотя бы вот в этом плане отказать своим, Да. это тоже как бы подвиг, это тоже непопулярная мера. Вот за последний период послевоенный никакого анализа деятельности вообще вот президентов всех не было, или кабинета министров, какого-то такого подведения итога в конце вот управления государством. Чего-то такого не было. Я у тебя хочу спросить, вот мы до этого, естественно, постоянно обсуждаем, и эту тему тоже, да. Вот у тебя было предложение, чтобы они отчитались, скажем, за 100 дней своего управления, и конкретно, чтобы там было указано именно, что сделано, чтобы это все было наглядно, и дальше уже как-то прорабатывалась эта тема такой, грубо говоря, отчетности вообще тех, кто управляет страной. Ну, если говорить о такой нотке оптимизма, сейчас кандидатов немного, и поэтому это все-таки более комфортная ситуация для того, чтобы говорить правду своим избирателям. А правда заключается в том, что мы живем непосредством, и надо предложить версии существования, где мы будем все-таки соответствовать каким-то реалиям. Мы не считаем, у нас не посчитано ни предприятия, у нас не посчитаны ни уровни потребления электроэнергии, у нас ничего не посчитано. И я понимаю, что это в этой ситуации очень легко заниматься какими-то другими делами, которые не связаны с экономикой. Потом у нас
непонятно какая модель. Если взять там, то, как мы там строим школы, где там учеников может быть 20-30 человек, это социалистический подход. Но, к сожалению, мы живем в рыночной экономике. И у нас Общественно-политическая формация нам не ясна, ты хочешь сказать? она не сформулирована, она не артикулирована и не соответствует, то есть действия де-факто, де-юре, это все оно как-то друг другу не соответствует. Мы никак не Демократическое можем государство, мы посчитать. же об этом говорим, но что мы под этим подразумеваем? Опять же, У нас все разные. очень много и вот именно вот этого фасадного, потому что мы что-то декларируем, пытаемся соответствовать этим декларациям, но есть суть. То есть мы очень приверженцы формы, но не содержания. У нас часто, такой даже, можно сказать, такую метафора у меня в голове пришла, мы часто просто перекрашиваем стены. А этих стен уже давно нет. Есть только вот старая краска. Мы ее пытаемся обновить, красим. Вообще у нас общество победившего всего и вся. Мы раздаем звания, должности, медали, премии, как будто у нас, как будто мы в Швейцарии. Но мы, к сожалению, не в Швейцарии. И поэтому, конечно, сейчас более-менее более удобный, комфортный момент для кандидатов сказать правду. А потому что предвыборная ситуация предполагает, что ты будешь какие-то красивые там, фантазии, сказки расписывать избирателю для того, чтобы он за тебя проголосовал. Но это потом за собой не несет серьезных ответственности за нее. Потому что она не соответствует реальности, действительности и вообще возможностям. Поэтому президент, я от него ждал бы, чтобы он через 100 дней, вот сейчас сказал бы, я через 100 дней могу вот это сделать. Если не сделал, пусть объяснит, почему не получилось. Понятно. Через 500 дней. Через год, через 500 дней. То есть, а вообще, конечно, есть практика, когда там, если не еженедельно, хотя бы ежемесячно, президент должен выходить, премьер должен выходить в эфир прямой, радио, телевизионный, неважно, в интернет, и должен какой-то, вот эта обратная связь должна быть. И люди должны знать, чем он занимался, что делается. Вот этот процесс выздоровления, он должен быть, вот как утром приходит на обход врач, и он смотрит, какая температура, какое давление было, объясняет что-то от себя больному, понимаете, вот это взаимоотношение, коммуникация должна быть, чтобы мы понимали, и вот это доверие опять возникло. Потому что я вот сегодня тоже подумал, опять же, если упираться в 4-й год, это всего-навсего 11 лет с войны прошло, да? А с 4-го года уже прошло, вон сколько, 16 почти лет прошло, ну там 15,5. Понимаете, тогда мы же все помним, как мы работали, и на том же телевидении я работал, мы за булки хлеба работали, и не было вопросов, потому что мы знали, куда мы идем. Вот этот сюжет существования, как Фазиль говорил, он должен быть у государства. Когда его нет, тогда очень сложно мотивацию находить, что-то строить. А у нас победила вот такая все-таки психология, такая мелкобуржуазная, или как, не знаю, как аккуратнее это назвать, когда вот собственник, он тащит к себе в дом, а мы не думаем о нашем большом общем доме. В войну это было, после войны это было. Вот в какой-то момент мы утратили вот это. Это очень, очень важная вещь. Ну, как-то, да, увлеклись некоторыми такими капиталистическими мотивами. Они не капиталистические. Там как раз-то вот смесь бульдога с носорогом. Потому что там... Мелкобуржуазные, там мы придерживаемся каких-то формальных вещей, которые мы из Советского Союза хотим сюда перетащить в рыночную экономику. Это абсолютно несовместимые вещи. И вот от этого фарисейства надо избавиться. И очень важно, чтобы первое лицо именно позиционировал себя вот именно как честный, ответственный человек перед этими колоссальными проблемами, которые стоят перед нами. Мне кажется, некоторые проблемы вот у прошлой власти как раз возникали из-за того, что, во-первых, не говорили, во-первых, о результатах деятельности, вот о чем ты говоришь, как-то об этом скромно умалчивали. Вообще-то мы вот на телевидении все время обращались к тому, чтобы там пресс-секретарь делал какие-то заявления, говорил, или какая-то не бравурные вещи, а реальные цифры. Не бравурные, нет, да. Конкретные, что сделано. Положение дел какое. Которые, как ты правильно говоришь, старик, они так вот как-то ближе делают саму власть, и появляется какое-то уже более-менее такое
доверие необходимое, которое должно быть между народом и властью. Мы считать должны научиться. У нас много чего не посчитано. Мы живем, мы получаем пенсии, там, кто российскую не имеет, по-моему, 2 сейчас стал получать или 1,5. Но сейчас 2,5. А кто-то получает 500 тысяч, и это же смешно, и при этом покупать автомобили какие-то дорогие или там мебель. Но это просто это в маленьком государстве, таком тесном, мы как раз говорим, что мы тесные, все друг другу родственники и так далее. Это вдвойне, ну, как это сказать, как бы это слово назвать, это вдвойне как бы безответственно вот так поступать. Вот знаешь, когда я говорю о том, что нужно, какой вопрос нужно поставить перед кандидатом, вот конкретный такой, по которому было бы мне, например, понятно, что он собой представляет и каковы его серьезные намерения, вот по конкретному пункту, я хочу сказать то, о чем вы сейчас только что говорили. И для меня это, например, очень актуально. Это пенсионная реформа. Конечно, вы говорили о реформах, которые, в свою очередь, очень важны для государства. Но посмотрите, в каком несправедливом таком положении находятся пенсионеры. Сейчас им повысили пенсию до 2500, а прожиточный минимум у нас, если я не ошибаюсь, 7 или даже 9 тысяч. То есть вот такое несоответствие, да, оно как-то совершенно несправедливо по отношению к пенсионерам. Но меня больше всего, почему этот вопрос еще интересует, еще и потому, что вот эта несправедливость, как бы, да, реальность эта, она никем почему-то не озвучивается. Почему именно? Ну, привыкли просто. Это такая взаимная, они живут своей жизнью, мы живем своей жизнью. Вот это вот параллельное существование с властью, это, конечно, вот такие вещи к этому приводят. И, собственно говоря, от этого власть тоже страдает, потому что люди тоже перестают платить за свет, перестают платить за воду, за то. Это такая взаимная круговая порука безответственности получается. А потом, как говорил профессор Преображенский, проблема в головах потом становится у всех. Они в чем-то конкретном. Ну вот почему бы, например, кандидату в президенты не ответить на этот вопрос? Может ли он решить? Будет ли он решать эту проблему? И в конце концов, когда он это сделает по времени, например, тоже? Что и нам? Это конкретный вопрос. Для меня он многое определит в кандидате. Понятно, что для тебя, у человека, который уже получает пенсию, это как можешь сказать, да, 7 лет я получаю абхазскую пенсию. Да, нет, но архиважно. Но, в общем-то, эта пенсия тоже не берется с потолка. Для того, чтобы у тебя та же пенсия выросла, в общем-то, необходимы там экономические преобразования. Чтобы экономические преобразования, чтобы пришли сюда инвестиции, чтобы открывались у нас новые предприятия, чтобы эти предприятия платили налоги и так далее, но нужна нормальная ситуация, чтобы криминал тебя не давил, этот бизнес, чтобы люди не убегали со своим, пусть все сгорит и уезжает, бросая свои предприятия. Откуда эти деньги взять? Эти деньги берутся с тех же налогов. Но когда у тебя экономика не растет, а сужается, скажи спасибо, что у тебя вот эти 2500 есть. Так что твоя пенсия никогда не будет больше, если у нас не наладится, не пойдет рост, экономический рост не пойдет, если у нас криминогенная ситуация не улучшится, если система управления государством не станет более эффективной, у тебя будет та же самая пенсия, а может быть даже с перебоями будет, если вот ничего не изменится. Ты знаешь, мне еще что вот показалось, что во всяком случае мне с высоты своего возраста, значит, показалось, что очень много как бы проблем у нас в обеспечении вот такого, знаете, справедливого отношения к пенсионерам. Проблем много, потому что ситуация вообще экономическая, она какая-то совершенно разболтанная, это во-первых. А во-вторых, в этом все время присутствует какой-то преступный замысел. Вы посмотрите, сколько денег своровано. Какие огромные суммы начинают. К чему я озвучивать? К чему я это говорю? Вот бы эти суммы вернуть и
пенсионную коробочку. Здесь вопрос, кто вернет. Да, понятное дело, я сейчас фантазирую, конечно, никто и не вернет, но с другой стороны, все должно быть четко определено. И куда должны поступать эти деньги, и каким образом, если эти деньги разворовываются, это влияет на нас, в том числе на пенсионеров. Сейчас многие, например, не думают о том, что если кто-то из бюджета или там еще из каких-то из налогов, например, что-то не уплатил, это как раз и сказывается на нашем состоянии пенсионеров. Потому что напрямую никто не говорит, что если вот эти вот деньги украли, там называют суммы бешеные 600 миллионов, 200 миллионов. Значит, вот из-за этого нет роста экономики, и, собственно говоря, вопрос с пенсионерами тоже не решается. Напрямую не решается именно с пенсионерами. Я понимаю, что это не первый вопрос. Конечно, ты правильно говоришь, фундамент должен быть для того, чтобы поднять пенсию пенсионерам. Но такая несправедливость, она вообще в развитых государствах и средней развитости государств, наверное, не существует. Хотя в некоторых государствах, как в Японии, например, вообще нету пенсии. Нет, в Японии есть. Мы же договорились, пример суперудачных стран не будем Когда произносить. блудные потому жили, в что Японии есть пенсия. На самом деле у нас мы очень богатая страна той же электроэнергией. У нас одна из крупнейших в Европе гидростанций, и есть возможности для маленьких станций. И мы должны, по идее, экспортировать электроэнергию. Это сейчас многие виды продуктов и деятельности подвержены там ревизии, они перестают в современной экономике приносить доход, но электроэнергия еще долго, если не всегда, будет приносить доход. А мы как не относимся? Мы ее выпрашиваем у наших соседей. Это просто, когда у тебя чего-то нет априори, это понятно, можно еще попросить. Но когда ты сидишь на этом и бездумно этим пользуешься, и потом растрачиваешь и просишь у соседей, это просто, не знаю, мне кажется, вот это достоинство мы государственное тоже начинаем утрачивать. Его надо восстанавливать. Вы знаете, что еще мне кажется, что для того, чтобы вот то, с чего мы начинали вообще разговор о власти, о сильной власти, вот о том, что нас ожидает вообще в будущем, какие методы правления приблизительно, вот так вот можно сегодня уже представить эти методы в будущем. Но знаете, что меня еще настраивает, если возвращаться вот к первому вопросу, что меня как бы настораживает? То, что вот раньше у нас была в государстве такая цикличность возмущения народа. Письма писали, когда на площади демонстрации устраивали каждые где-то, если я не ошибаюсь, 10, да? 9 лет. Да, 9 лет. Сейчас некоторые сроки сократились и мы теперь внутренние проблемы, возмущение наше, оно как бы происходит каждые 5 лет. Вот. И, к сожалению, никаких преобразований и вот этого вот урока истории, мне кажется, не наступает. Мы же все знаем, что, собственно говоря, приводит вот к тому, как заканчиваются некоторые сроки правления. Вот. А что нужно сделать для того, чтобы, в общем-то, как-то уже на следующую ступень поднялась и система управления, и методы управления, и так далее? Что и так далее, я не знаю, но и так далее. Гегель говорил, единственный урок, который можно извлечь из истории народов, то, что они сами никогда этого не делали. Да. Это вот абсолютно к нам относится, потому что, вы посмотрите, наша история, она тоже сплошь комплементарная. У нас она состоит только из героев и рыцарей. Ну, так не бывает тоже. Мы вот этого критического взгляда, без него не может быть и эволюции, без него не может быть движения критического, самокритического. Но не может всего быть в стране быть 3000 кавалеров Ахзапша, то есть чести и славы, да, при этом человека, которого можно было бы назвать там, я не знаю, совестью нации, нет. То есть, есть, но может да, быть. то есть вот, нет. Вот при конфликтных ситуациях, которые у нас внутриполитических происходят, вот человека, к которому можно прийти и которого послушали бы и те, и другие, тоже нет. То есть это проблема огромная у нас. И мне кажется, для нас очень важно, раньше все-таки, когда вот в
старину в абхазцы. Честь и слава — это ты всю жизнь, каждым днем доказывал, работал на свое имя. А у нас сегодня очень легко пошел, я извиняюсь, челичну, там сделали тебя, запша, там ты еще там с кем-то переговоришь, может тебе вторую степень дадут, да, а если там вообще поговоришь сильно, можно даже первую степень дать. И, ну, это ж, когда тебе дают этот орден, это не означает, что ты есть и честно, и справедливо. То есть вот этот длинный путь как-то слишком укоротили. Длинный путь до бесконечности, когда человек жил ради своего имени, чести, чтобы как бы она была не запятнана, то есть он должен был до последнего своего вздоха вот так себя держать, чтобы никто про тебя ничего плохого не сказал. Сегодня уже, чтобы стать честным и порядочным, ну, как бы условно, да, путь очень короткий, там, дойти до администрации президента, с кем-то переговорить, чтобы вытащили указ, там, подписали, и тебе дали вот эту побрякушку, и, в общем-то, здесь все и закончилось. Не обязательно уже, как бы, жить по совести, ну, ты уже кавалер. И мне кажется, вот это, когда у нас вот куча всяких кавалеров, куча заслуженных всяких, по профессиям, а при этом у нас нет в каждой отрасли полный развал, и мне кажется, наверное, что-то не то происходит с нашей нравственностью. Мне кажется, вот с этого надо начинать, останавливать этот процесс. Не может быть в стране, которая ну, очень серьезный, там, всесторонний кризис, быть столько заслуженных. Нет, значит, грош цена всем этим заслуженным. Значит, надо просто прекратить и начать заново. И вот когда мы вот какие-то моральную сторону нашей нации начнем восстанавливать, очищать эту нацию, тогда, может быть, мы можем вздохнуть. Но я думаю, вот просто раздавать ордена и награды, когда ситуация, в общем-то, говорит об обратном, я думаю, это вот играет вот как раз против, но ты знаешь, что против выздоровления. Безусловно, такие отрицательные моменты, они присутствуют в истории, но это не является как бы характеристикой всего государства. Это один из К сожалению, показателей нравственного состояния. Это один из показателей и не очень такой существенный, знаешь, показатель нравственности, состояния нравственности общества. И в каждой и отрасли, и в каждом направлении вообще-то есть какие-то и отрицательные примеры, и положительные. Ты знаешь, вот сейчас, говоря о том, какие были награды, в основном такой взгляд у тебя, например, негативный. Ты понимаешь, но там же есть огромное количество людей заслуженных. И когда мы о них говорим и упоминаем эти же награды, которые вот эти прохиндеи тоже получили, да, это как-то уравнивает их, это да, понимаете, уравнивает, это несправедливо, конечно, но и это характеризует, да, нравственное состояние общества, но не определяющее. Я знаю, что не определяющее, я уверен. Можете со мной спорить сколько хотите, но я все равно я бы не спорил, я считаю, там тоже много достойных людей среди награжденных, но есть вот эта тенденция, к сожалению, которая, если брать в широком смысле политику, выборы разных уровней и так далее, но вот эти многие люди, которые профессионалы, многие люди, которые доказали, у нас отрицательный отбор все-таки происходит. Опять же, потому что девальвация произошла каких-то институтов государства и так далее, и так далее. Поэтому и молодежь не хочет возвращаться сюда. А те, которые отучились там, имеют блестящее образование, не возвращаются, потому что приехать и работать на 6 тысяч, это значит у папы и мамы сидеть на шее, и там, или же научиться тоже как-то подворовывать или какой-то коррупционной схему встроиться. То есть вот этот сюжет о существовании, мы его должны восстановить, который был у нас и до войны, который нам помогал в войну, который и после войны. Все-таки мы очень большие основы заложили. Это понятно, и лидер был такой
лидер был просто уникальный, который, конечно, вот эти основы государства настолько крепкими заложил, что мы при своем разгильдяйстве уже которое десятилетие не можем его развалить, но оно тоже не вечно. Оно, я чувствую, уже вот тоже на... С другой стороны, Ты Валера, почти что нужны подвел все-таки итог, цели. теперь ты подведи итог тоже к Все-таки разговору. у этого государства должны быть цели. К чему он стремится? Согласен с тобой. Допустим, в советское время, когда вот эти все сходы были, да, то есть мы знали, за что мы боремся. Мы там боролись за то, чтобы как бы не потерять свою идентичность, наш народ не потерял свою идентичность, чтобы наша автономия, она не стала опять как бы не нагнулась под грузинским давлением и так далее. Потом была война, то есть в войну было выжить, победить. А уже после войны, когда блокада была, любой ценой выжить, переждать вот это, как вот это тяжелое время, и потом как бы строить все равно государство свое. Потом уже, когда эту блокаду отменили, все-таки было выстраивать это государство, чтобы еще и нас признали. Но когда нас признали, после этого, мне кажется, мы какие-то ориентиры все-таки потеряли. Нам показалось, что мы поставили точку, что все, можно теперь как бы жить. Жизнь удалась. Да, жизнь удалась, и можно жить в собственное удовольствие. И мы, в общем-то, в реальности стали заниматься, вот, мне кажется, это такой некий демонтаж абхазской государственности именно в тот момент пошел, когда мы потеряли какую-то цель. У нас не оказалось общей цели. И сейчас у нас никто не может, я думаю, сформулировать общую цель, вот так, не задумываясь. Нет этой общей цели. И вот это для нас проблема. И мы должны все-таки сформулировать эту общую цель, мы должны сформулировать в тезисах, пошагово сделать эту дорожную карту, что нам нужно сделать для достижения этой цели. Да, пусть она будет далека, но мы должны продвигаться к этой цели. Вот эту дорожную карту сделать и сообща, не разделившись мой-твой. А у нас маленький народ, в общем-то, и маленький интеллектуальный потенциал, который людям, которые могли бы вот какие-то идеи разворачивать и как бы внедрять их, реализовывать. И нам нужно вот этот потенциал подтянуть, то есть только сообща мы можем продвигать нашу государственность вперед. Не оттягивать ее назад, а именно продвигать. Но в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, как бы, если эта тенденция не поменяется, то нас просто ждет вот те первые два варианта, о которых я говорил в самом начале. Ну, не скажу, что я очень удовлетворен подведением ваших Я хотел бы итогов. еще добавить одну ремарку. Да. Мне кажется, очень важно, один из краеугольных проблем, которые у нас есть, это проблема нашей изоляции. Все-таки как бы мы ни храбрились, или она очень негативную роль сыграла. И поэтому нам нужно во что бы то ни стало ломать эту изоляцию, которая вокруг нас сложилась. И международную, экономическую, политическую, образовательную. И потому что изоляцию в своих мозгах, мне кажется, очень важно все-таки отставание у нас на 20-30 лет. И строительство государства – это ежедневная работа. Но без ума, без интеллекта в современном мире государство не выживет. Поэтому надо и друзьям, и союзникам, и врагам, и их союзникам всем говорить, что это, во-первых, нарушает все права, на которых сейчас вроде бы цивилизация существует. Мы не можем нормально учиться, развиваться и так далее, и так далее. Это просто негуманно, это не по-человечески, поэтому это, конечно, для внешнего актора, говорю. Для внутреннего нас никто не освобождает от ответственности за жизнь наших детей, за судьбу государства. Но нам нужно туда тоже очень много усилий направить, чтобы прорвать ту изоляцию, в которой мы находимся уже который десяток лет. Ну, что я вам скажу, конечно... На это веселой ноте не Да, скажешь. что-то совсем не веселая вообще-то нота, но да, передача наша называется «Гастагулу Амта», что в буквальном переводе значит «время, в котором стоим», но на самом деле это настоящее время вообще-то. Да, а вот то, что сегодня наши телезрители услышали от вас, а я присоединяюсь к вашему мнению, несмотря на то, что оно пессимистическое такое, вот я думаю, что на сегодняшний день ситуация действительно близка к тому, о чем вы говорите, и мы будем заканчивать с пессимизмом
Я думаю, на сегодня пессимизма достаточно. Вот, и с нашими телезрителями попрощаемся. Ибрагим Чкадуа, Инал Хашик. По-дружески сегодня и по старой памяти, как участники наших прошлых проектов Хастагулу Амта, сегодня были в нашей студии, в гостиной нашей и поделились своими соображениями. С вами прощаемся сегодня. Всего доброго. Спасибо. Будьте здоровы.